Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. В канун Нового года с рабочим визитом в Канаш прибыл глава республики Михаил Игнатьев. 30 декабря в городе открылся кадровый центр «Работа России». Вместе с главой с работой обновленного центра занятости ознакомилась наша съемочная группа. Старое здание Центра занятости населения реконструировали в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Проект является пилотным. Он реализовывается в 16 регионах страны, работает по принципу жизненных ситуаций для граждан и бизнес-ситуаций для работодателей. Работа кадрового центра выстроена по системе одного окна. В 2019 году на модернизацию направлено 39 миллионов рублей. Михаил Игнатьев лично проверил, как осуществляется запись в электронную очередь, ознакомился с работой сектора первичного приема граждан, сектора индивидуальной работы с работодателями и отдела по развитию карьеры. Побывал в зале групповых консультаций. После знакомства с работой Канашского центра занятости глава региона вручил ключи от легковых автомобилей руководителям Козловского, Новочебоксарского и Шумерлинского центров. Пожелал им эффективной работы. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Елена Блатцева, Центр занятости населения. В конце 2019 года в городе Канаше открылись несколько объектов. В рамках указа главы о реализации на территории республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, преобразился сквер афганцев. Общая стоимость проекта порядка 5 миллионов рублей. Сюжет с места открытия объекта. Главой Чувашской республики был принят в 2017 году указ по поддержке благоустройства, основан на местных инициативах, и по этой программе как раз почти 500 тысяч рублей было собрано ветеранами Афганистана, участниками других локальных войн, воинами, десантниками, воинами, моряками, группа советских войск Германии. И также участвовали в этом предприятии города и простые горожане. От лица администрации, от себя лично, я хотел бы поблагодарить этих людей за ту память, которую они несут на протяжении такого большого времени. Ну и очень отрадно, что сегодня на этом мероприятии наша молодежь находится. И мы не имеем права забыть о тех подвигах наших солдат, наших горожан. Поэтому и, наверное, получился такой красивый у нас сегодня сквер. Вы все помните, буквально полгода назад он был совершенно в другом состоянии. И многие ребята, которые здесь участвовали в этих мероприятиях, душу вложили, каждую буковку, каждый кирпичик, все согласовывалось, все подбивалось. И субботники выходили, помогали. Поэтому всем огромное спасибо. И давайте помнить те подвиги наших с вами близких горожан, наших с вами отцов и дедов. По всей территории сквера протянулись новые тротуары из брусчатки, построена площадка с установкой бордюрного камня, сцена с куполом, символизирующая собой раскрытый купол парашюта. Проведена модернизация системы освещения. Дополнительные светильники позволили осветить всю территорию сквера. Установлены новые скамейки. 4 миллиона 944 тысячи рублей потрачены на благоустройство объекта. Из них 494 тысячи собрали члены Канашского районного отделения «Боевое братство». Особое внимание уделили изучению личных дел погибших воинов, чьи фамилии навсегда высечены на памятных плитах. Рассматривайте списочный состав. Мы предусмотрели их воинское звание, фамилия, имя, отчество и года рождения и, к сожалению, год гибели. Надеюсь, многие другие у нас на сегодняшний день пока БНД в честь погибших афганцев, ВДВ, ВМФ, войска погран. Ну и надеюсь, что остальные рода войск тоже примут в дальнейшем активное участие. Сегодня в город прибыли участники контртеррористической операции на Кавказе, родители погибших воинов, кадеты, ветераны боевых действий. Я вообще служила в Дагестане, 36 лет, говорю. У меня военная служба. Если бы, говорю,
не было бы объединения всех поколений, наверное, бы этого сквера точно не было бы, говорю. И молодцы люди, что они, говорю, вот создали этот сквер. Там, где будут встречаться, говорю, взрослое поколение, младшее поколение, говорю. Ну и, соответственно, говорю, такой сквер должен быть для того, чтобы люди не забывали, говорю, что были люди, говорю, были военнослужащие, которые выполняли интернациональный долг. И, соответственно, говорю, в связи с этим, говорю, люди должны чтить и помнить. В ходе мероприятия в Краеведческий музей города была передана личная верхняя одежда Григория Зиновьева, погибшего при выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Минутой молчания почтили память земляков и возложили цветы к подножию памятника. Олеся Григорьева, Антоний Николаев, Константин Садеров, сквер афганцев. Большой новогодний подарок руководства республики и города сделали молодым семьям. В Восточном микрорайоне открылся долгожданный детский сад на 240 мест под названием «Василек». В торжественном открытии приняли участие Михаил Игнатьев и Виталий Михайлов, депутаты Государственного совета республики, застройщик объекта. Михаил Игнатьев тепло поздравил горожан со значимым событием, пожелал благополучия и здоровья. По государственной программе президента Российской Федерации, с учетом тех мероприятий, которые мы сами предусматриваем и утверждаем в республиканских программах, могу сказать, мы построили уже около 50. Сегодня в Чебоксарах будем вводить практически вот только новых, современных, инновационных детских садов открыли и откроем 60. Если смотреть на перспективу, еще 9 детских садов начинаем в следующем году, которые будут переходящие на 2021 год. И в принципе 69 детских садов с общим количеством детей 12 540 детей. Вот та проблема, которая сложилась с учетом там тех сложных времен, после распада Советского Союза садики практически не строили, и дети не воспитывались в этих современных условиях. Родители или папа, или мама не могли выходить на работу, потому что надо было ухаживать и воспитывать своих дорогих детей. И вот за последние годы такой прорыв мы сделали, вот на самом деле. Вот самые лучшие советские годы столько детских садов не строили. Вот в этом году мы в Чебоксарах и по всей республике, по сельским районам, если взять, 16 детских садов. А общая стоимость, если взять, это практически 8 миллиардов, я буду округлять, почти 200 миллионов рублей инвестиций в интеллектуальное развитие наших дорогих детей, воспитание наших детей, чтобы они были грамотными, соответствующими, достойными гражданами Российской Федерации. И задача, прежде всего, управленческой команды наших учреждений, дошкольно-образовательных учреждений, это практически находить хорошие, добрые отношения с родителями, относиться с любовью к детям, которые находятся в детском саду. И практически мы, конечно, в конце, на выходе будем иметь хорошие результаты. Детский сад в Восточном микрорайоне был необходим. Город растет, количество молодых семей и детей увеличивается. Я хочу выразить слова благодарности главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву, слова благодарности правительству Чувашской республики за то, что оказали содействие в строительстве замечательного детского сада. Я надеюсь, что в будущем это не последний детский сад. Мы будем развиваться и в пользу нашего подрастающего поколения будем делать все то, чтобы они жили в комфортной среде. Руководство региона поблагодарил и глава администрации Виталий Михайлов. Он отметил, что социально-экономическое развитие, инвестиционная политика муниципалитета дают надежду и уверенность молодым людям создавать семьи и растить детей. На сегодняшний день этот садик не единственное учреждение, которое мы запускаем. И самое главное, что с этим садиком в этот микрорайон пришла дорога улицы Репина, пришло новое освещение по 2 веткам, построились дополнительно новые тротуары. Это говорит о том, что мы все программы сегодня по вашей просьбе и по вашему указанию, в принципе, синхронизируем, чтобы это все было
доступно для людей. И сегодня я еще раз хочу сказать спасибо за те колоссальные средства, которые выделены на будущий год городу Канашу. Это 139 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий. По этим улицам, по этим тротуарам дети пойдут в садики, школы и вообще во все социальные учреждения. Огромное вам спасибо. Депутаты Государственного совета Чувашской республики Киямиддин Мифтахуддинов и Виталий Иванов также поздравили родителей, детей и воспитателей с открытием нового детского сада. Символический ключ, заведующий детским садом номер 20 «Василек», был передан генеральным директором общества «Стройтрест» номер 3 Валерием Семеновым. Сегодня это очень значимое событие для нас. Детский сад в нашем городе очень востребован. И сегодня мы открыли детский сад на 240 мест. Здесь будут открыты 3 ясельные группы на 45 мест и 195 мест дошкольных. В нашем детском саду функционирует кабинет логопеда, интерактивный класс, сенсорная комната. Также подобраны квалифицированные педагоги, которые будут работать в этих направлениях. Я надеюсь, что здесь будет очень комфортно и родителям, и детям. Мы постарались создать самые максимально улучшенные условия, комфортные. Михаил Игнатьев посмотрел работу площадок «Маленький всезнамус», «Шахматно-шашечная», «Лего-робот», «Мир театра», «Юный олимпиец» и «Музыкальная». Пообщался с родителями и детьми. Детский сад рассчитан на 240 мест и состоит из 12 групп. Олеся Григорьева, Константин Садюров, Елена Блатцева, Восточный микрорайон. В час ночи 1 января жители города вышли на площадку Дворца культуры поздравить друг друга с наступившим Новым годом. От имени главы администрации Виталия Михайлова горожан поздравил его заместитель Антон Скворцов. Он пожелал в 2020 году благополучия, счастья, успехов и процветания. В небе загорелись огни, возле домов засверкали салюты. Реализация проекта «Цифровая среда» идет полным ходом. Подтверждение тому служит торжественное открытие площадки дополнительного образования IT-Куб на базе Канашского педагогического колледжа, рассказывает Антоний Николаев. Новогодний подарок жителям и учащимся Канаша был преподнесен аккурат к началу 2020 года. В торжественном мероприятии с танцами и перерезанием красной ленты приняли участие глава администрации Виталий Михайлов, министр образования и молодежной политики Чувашской республики Сергей Кудряшов и, конечно же, директор Канашского педагогического колледжа Геннадий Косолапов. Это будет не просто центр цифрового образования. На 3-м этаже мы сейчас оборудуем мастерские для подготовки студентов WorldSkills рабочим. Мы выиграли грант сейчас 14,5 миллионов, и на следующий год мы все это оснастим, аудитории готовы, и у нас здесь хороший спортивный центр будет. Но торжество торжеством, а занятия по расписанию. Ученики первой волны уже успели оценить качество и производительность нового оборудования, освещенность и простор новых классов, мастерство и знания своих преподавателей. А преподавать тут есть что: программирование на языке Python, мобильная разработка, разработка VR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках. На площадке дополнительного образования можно обучиться всему, что связано с компьютерами, от их физического устройства до написания программных кодов и администрирования, анализа статистических данных, робототехники, а также игре в шахматы. На протяжении многих лет Канашский педагогический колледж постоянно и неустанно вливал свежую преподавательскую кровь в вены системы образования. И благодаря колледжу ни анемия, ни варикоз этой системе не страшны. И вот теперь образовательное учреждение переживает новый виток своего развития. Это особо примечательно, ведь колледж отмечает 105 лет со дня своего образования. Слава Канашского педучилища всю жизнь была, есть, она и будет. Поэтому, когда в министерстве планировали, мы, естественно, сказали, вот эти современные цифровые технологии должны быть в тех образовательных организациях, которые готовят педагогов, чтобы они непосредственно погружали детей в современную цифровую среду. Поэтому, наверное, Ильич правильно сказал, будущее у вас есть, оно всегда было, и оно будет светлым будущим. Концерт сопровождался музыкальными и танцевальными номерами преподавателей и учеников колледжа. Почетные работники также были награждены цветами, памятными грамотами. Антоний Николаев, Елена Блатцева, Вести недели.
«Свет Вифлеемской звезды» в музыкальной школе состоялся 13-й городской рождественский фестиваль. Участников приветствовал епископ Канашский и Янтиковский Стефан. В мире музыки побывала наш корреспондент Рената Сагдеева. Сегодня в детской музыкальной школе царит поистине необычайная атмосфера. Все вокруг наполнено светом, теплом и добротой. Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» вот уже 13-й год подряд собирает жителей города Канаша. Хоровые коллективы города Канаша восславляют и одаривают светлый праздник Рождество Христово. Давайте и мы заглянем на это мероприятие. Хоровые произведения, игра на музыкальных инструментах, театрализованные постановки. Все это можно было увидеть на 13-м городском рождественском фестивале «Свет Вифлеемской звезды». Мероприятие посвящено самому светлому и доброму празднику Рождество Христово. С самого утра концертный зал детской музыкальной школы был наполнен душевными выступлениями детских хоров города Канаша. В первой части фестиваля выступили хоры детских садов и хоры младших классов, а во второй части подарили зрителям свои выступления хоры старших классов. Участники фестиваля очень ответственно подошли к подготовке своих номеров и постарались вложить в свое выступление частичку себя. Это мероприятие проходит каждый год, и он дарит праздник. Он всегда дарит праздник людям, которые участвуют в этом мероприятии. И мне очень нравится участвовать в этом фестивале. По доброй традиции творческие коллективы украсили елку волшебной звездой, после чего в концертном зале зажглась своя Вифлеемская звезда. Участники фестиваля собрались вместе, чтобы прославить родившегося Спасителя и, конечно же, подарить праздник всем, кто придет на концерт. Проводить фестиваль в стенах детской музыкальной школы стало уже доброй традицией. Традиционным является выступление коллективов православных классов. Православные классы у нас существует в средней школе номер 11, и очень радостно, что все они поют. В утреннюю смену выступал первый класс, вот во втором концерте, который был после обеда, выступал второй, третий, четвертый. И это очень радостно. Поет целый класс, а там 30 и более человек. Вот это постоянная традиция, как и любого фестиваля, и любого дела, которое делает музыкальная школа. И любого дела, которое делает любой деятель искусства, цель одна – сеять разумное, доброе, вечное в сердца юного поколения. Это нам удается. Со светлым праздником участников фестиваля поздравили клирик храма всех скорбячих радость, отец Елисей и директор детской музыкальной школы, а также организатор фестиваля Лиана Андреева. Сегодняшний фестиваль посвящен Рождеству Христовому. И совместно мы все с вами собрались, чтобы возрадоваться во Христе. В каждом из нас зажглась Вифлеемская звезда, и чтобы озарить этой звездой всех ближних и всех нас. Мероприятие в целом оставляет только положительные эмоции. Возрадуюсь со всеми, кто сегодня выступал, кто сегодня пришел сюда. Особенно приятно видеть молодых учителей, детей, которые сегодня могут открыто говорить, что он христианин, он может прославить Бога. То есть в наше время в школах это не допускалось. А сегодня вот у нас есть такая большая возможность радоваться, молиться и участвовать во всех таинствах Христовых. Хотелось пожелать, чтобы эта Вифлеемская звезда всегда согревала нас, и чтобы у нас в душа переполнялась добротой, любовью ко всем нам. Вот и состоялся наш 13-й городской рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». В этом году фестиваль собрал более 400 детей. Были представлены различные жанры. Это и хоровое творчество, сольное исполнение, инструментальное творчество, а также была поставлена рождественская сказка. Прежде всего, этот фестиваль
Он призывает к добру, к любви, к свету и воспитывает в детях самые лучшие их качества. Это милосердие, любовь к ближнему, доброта и участие. Рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» – это возможность раскрыть свои таланты, осуществить свою мечту и подарить жителям города прекрасные рождественские песни. Музыка – это особый язык, на котором люди говорят не только друг с другом, но и с Богом. Наверное, именно это делает рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды» особо популярным в нашем городе. Вот и подошел к концу рождественский фестиваль «Свет Вифлеемской звезды». Все прошло в очень благоприятной и дружеской атмосфере. Хоровые коллективы могли не только выступать на сцене, но и наблюдать за выступлениями других творческих коллективов. Рената Сагдеева, Антоний Николаев, Елена Бладцева. Вести недели. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.